Благополучие населения и вообще работоспособность государства, конечно, зависит от хороших дорог. Что из себя будет представлять трасса М12 и в чем ее необходимость, сегодня обсуждали с жителями деревни Орел. Это один из населенных пунктов, вблизи которого, возможно, пройдет новая магистраль. Ее трассировка еще не утверждена. Известно, что протяженность четырехполосного автобана по территории Татарстана составит 142 километра. По планам дорога должна стать частью южного обхода Казани. Была достигнута уникальная, полагаю, договоренность наших руководителей с центром, я имею в виду Москву, о том, что южный обход и дорога в составе вот этой трассы будет включен. Мы даже не можем себе представить всех тех плюсов, которые нас ожидают. Казань может превратиться и превращается, точнее, в такой хаб, после которой можно двигаться в любую сторону. Хочешь на север, хочешь на юг, хочешь на запад, хочешь на восток. Это супер важно. Дорога может решить и проблемы сельских территорий. Это и новые рабочие места. Также по проекту предполагается строительство моста. Точное место пока не определено. Рассматриваются разные варианты, в том числе у деревни Орел. Длина этого моста 3,9 километров. Технико-экономическое обоснование говорит о том, что это самый короткий мост, то есть самый короткий вариант. Любой другой мост южнее или в другом месте потребует порядка 20, а вот здесь вот точная цифра, 21,5 миллиарда рублей больше, нежели чем тот мост, который будем строить здесь. Деревья, что придется вырубить для строительства трассы, будут компенсированы. Под контролем государственных структур проводятся компенсационные мероприятия в пропорции 1 к 1. То есть сколько будет срублено, столько же и будет посажено. Также трасса должна быть оборудована шумовыми экранами, чтобы проезжающие машины не мешали жителям ближайших домов. Такие сооружения в республике уже есть, и, как отмечают в Роспотребнадзоре, со своей задачей справляются. Установка экранов действительно помогала снизить вот эту шумовую нагрузку, довести до нормативного уровня, после чего у нас жалобы от граждан в принципе прекращались. Это пример трассы М7 под Казанью, поселок Замище, много было обращений, это внутри города Казани. Сегодня на встрече все желающие смогли высказать свои предложения и задать вопросы. Конкретно, прям по цифрам ответить на наш вопрос. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Если это южный обход, то здесь сразу два вопроса. Во-первых, будет ли он бесплатный для жителей Казани и нас, чтобы мы могли объехать Казань? И второй вопрос, это сразу большой поток машин. То есть плюс к этим 20 тысячам, которые рассчитаны просто на трассе М12. Это тоже проектировщикам просто напомнить об этом. Проектировщики обязательно этот расчет возьмут. Ваш первый вопрос в протокол записываем. Мы заводим некую такую библиотеку. Все вопросы, все протоколы, все записки, все наши общения будут в эту библиотеку, в наш архив вшиваться, чтобы ничего не было потеряно. Все вопросы по поводу будущей трассы адресуют и ее проектировщикам. С ними рабочая группа должна встретиться на следующей неделе, предположительно в среду. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.